Прошедшие летние каникулы воспитанники клуба отдыхали в детском лагере в Благовещенске. Но на самом корте была проведена немалая работа, финансирование которой осуществляла Нерюнгринская ГРЭС. Сделан косметический ремонт, практически завершено строительство гостиницы, в которой одновременно могут размещаться две команды, приезжающие на соревнования. Начато расширение технологических помещений. В настоящий момент продолжается строительство удобных и просторных раздевалок, так как прежних уже не хватает. На территории клуба был также оборудован гараж под заливочную машину, которую доставили 30 сентября. Она приступит к работе в ближайшее время. Следует отметить, что для клуба такая профессиональная машина, по сути, последний этап на пути достижения российских стандартов ледовых дворцов с искусственным покрытием. Ну а для мальчишек и девчонок, занимающихся в клубе, это означает, что времени на тренировки будет гораздо больше. Все работы на корте с перерывом на зимний период планируют завершить в следующем году. Такое обновление клуба было бы трудно осуществить без помощи и поддержки коллектива энергетиков, директора станции Олега Тарасова, а также благотворительного фонда «Доброта». Ну и, конечно, большая работа проделана сотрудниками корта. Кроме того, в самом коллективе произошли некоторые изменения. Но о них лучше расскажет человек, работающий здесь с 1992 года. Мизинова Марина начинала уборщицей, затем была завхозом, а в настоящее время исполняет обязанности директора корта. Коллектив у нас стабильный. Мы работаем уже вместе много лет. Тренерский состав у нас небольшой, но дружный. Это Вячеславцев Михаил, Асеев Константин, Литвинцев Александр, Мизинов Владимир. Сейчас у нас в этом году первый год у нас началось фигурное катание. К нам приехал с Якутска тренер Сидорова Наталья. Так что теперь у нас и девочки будут занимать, не только мальчики, но и девочки будут занимать первые места. Я так надеюсь на это. Помощь большую мне оказывают сторожа наши, они помогают в поддержке дисциплины. Это Соснина Валентина, Вячеславцева Лариса и Ковшаров Андрей. И главный мой помощник – это уборщица нашего корта Кадырова Светлана. Сейчас на корте занимается 150 ребят. Продолжается набор детей 98-го, 99-го и 2000-го года рождения. Это мальчишки, воспитанники детского сада «Незабудка» поселка Серебряный Бор, тренировать которых будет Владимир Мизинов. Кроме того, впервые в городе сформирована группа по фигурному катанию, пока бесплатная. На сборные тренировки фигуристов и хоккеистов, прошедшие 11 октября, многие детишки встали на коньки в первый раз в жизни. О первых, пусть даже очень неуверенных шагах речи не шло. Но можно не сомневаться, что в скором будущем, если не все новобранцы, то хотя бы 80% будут не только уверенно стоять на коньках, но и даже участвовать в соревнованиях. Залог этого – немалый опыт коллектива корта, хорошие условия для занятий и, разумеется, собственное желание. Кроме того, есть на кого равняться. Хоккеистов старше новичков всего лет на 5 уже справедливо можно назвать именитыми. География игр для опытных хоккейных команд клуба в этом году широка. От Комсомольска-на-Амуре до Новосибирска. Мальчишки «Энергии-94» примут участие в первенстве России, которое начнется 2 ноября в Красноярске. Но на самом корте клуба в зимние каникулы пройдут соревнования по хоккею среди детских команд, посвященные 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Команда «Энергия», в которой играют мальчишки 94-го года рождения, известна далеко за пределами республики. Под руководством своего бессменного тренера, знаменитого Михаила Вячеславцева, они становились чемпионами Якутии и Дальнего Востока. На этот раз им достался серьезный соперник. И дело тут не в титулах, а в возрасте, потому что против них играли ветераны хоккейного клуба «Энергия», а также друзья клуба, которые занимаются в нем не один год. Однако тот факт, что соперник в среднем в 4 раза старше, мальчишек, судя по всему, нисколько не смутил. А вам не страшно играть с ним? Нет. А с каким счетом вы играете? 5-0. Играли 3 периода по 20 минут. Никаких скидок на возраст и мастерство. Единственное, что ветераны решили для себя, это ни в коем случае не применять силового воздействия и приемов. И еще одна интересная деталь. На воротах ветеранов стоял Гильмуддинов Михаил, 94-го года рождения. А вратарем мальчишек был 44-летний представитель Канады, который работает в нашем районе по контракту. I'm out of shape. It's very good. It's fast.
Майкл на коньках с 3 лет. Впрочем, родина хоккея не сделала из него профессионального игрока, скорее любителя. Да и распространенное представление о поголовном увлечении хоккеем в Канаде оказалось тоже несколько преувеличенным. Да, играют, но равно как и везде. Хотя похожие матчи между взрослыми и детьми, между отцами и сыновьями проводятся и там. На вопрос, кто в этой игре был сильнее, он, не задумываясь, ответил, что мальчишки. Однако не будем забегать вперед. То, что возраст не преимущество, мальчишки доказали уже в начале поединка, стартовав с большим отрывом. Но буквально во второй половине третьего тайма ветераны вырвали победу. Окончательный счет 9-7. Судя по измотанному виду победителей, игра не далась им легко. Задор пацанов не позволял расслабиться. Постоянные тренировки, частые выезды на соревнования – залог хорошей спортивной формы команды. А ветераны и просто друзья клуба «Энергия» занимаются не так часто, скорее для себя, но зато на протяжении многих лет.